В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Судебная защита прав граждан становится все более востребованной. Именно суд может обеспечить окончательное решение спорных вопросов. Часть таких дел в интересах граждан рассматривается судами с участием прокурора. Среди них наиболее значительное число – это дела о защите трудовых прав граждан. В каких случаях прокурор защищает трудовые права граждан в судебном порядке? От чего зависит успешное разрешение дела в суде? На эти и другие вопросы нам ответит Вадим Никонов, прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Вадим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В самом начале нашей беседы хотелось бы у вас спросить, куда могут обращаться граждане за защитой своих трудовых прав? За защитой трудовых прав граждане могут обращаться к нам в прокуратуру республики. Надзор за исполнением трудового законодательства является приоритетным направлением деятельности. Мы этому направлению уделяем особое внимание. Мы вправе предъявлять иски в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса России в интересах граждан, но при этом следует учесть, что такие исковые заявления могут быть направлены только если у нас есть обращение от граждан. Таким образом, если граждане желают получить прокурорскую защиту своих нарушенных прав, они должны обратиться к нам с соответствующим заявлением в органы прокуратуры республики. Кроме того, как вы уже отметили, мы участвуем и в судах по делам о восстановлении на работе, вне зависимости от того, поступало к нам обращение или нет, для того, чтобы обеспечить законность рассмотрения дела в суде. А в каких случаях при нарушении трудовых прав необходимо обращаться в прокуратуру? Граждане вправе обращаться в органы прокуратуры по любому вопросу, связанному с нарушением трудовых прав, если они считают, что их права нарушены. В этом случае мы проведем соответствующую прокурорскую проверку. При необходимости, в зависимости от обстоятельств дела, примем комплекс мер прокурорского реагирования, который начинается как от внесения представления об устранении нарушения закона. Можем возбудить дело об административном правонарушении при наличии к этому оснований и можем, соответственно, обратиться соответствующим исковым заявлением в суд в интересах гражданина. У нас был такой случай, когда к нам обратился заявитель в органы прокуратуры, и прокуратурой города Удачного было направлено в его интересах исковое заявление о признании гражданско-правовых отношений трудовыми. Исковые требования прокуратуры города Удачного были удовлетворены, отношения были признаны трудовыми, и у работника были восстановлены его трудовые права. А в чем отличие гражданского договора от трудового? Здесь есть принципиальное существенное различие двух этих видов договоров, поскольку гражданско-правовой договор, он преследует своей целью оказание какой-либо услуги, то есть предмета сделки по данному договору. Он, как правило, носит разовый характер. Трудовой же договор, он более, так сказать, защищенный для граждан. Трудовой договор, он предусматривает, помимо того, что условия оплаты труда, помимо того, что есть социальная защищенность, право на отдых, право на оплату листков нетрудоспособности, гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. И он, как правило, носит бессрочный характер, и на работников в этом случае предусматриваются все предусмотренные социальные гарантии трудовым законодательством. А что важно знать гражданам при разрешении трудовых споров? Гражданам следует учитывать, что при разрешении трудовых споров есть специальные сроки исковой давности, которые предусмотрены трудовым законодательством. Они достаточно короткие. К примеру, по спорам об увольнении этот срок составляет всего лишь 1 месяц с момента, когда работник получил копию приказа об увольнении. По спорам о взыскании неполученной зарплаты здесь срок исковой давности составляет 1 год с момента, когда он не получил свою заработную плату. По всем иным спорам здесь срок составляет 3 месяца с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушенных своих правах. Поэтому, если граждане желают получить прокурорскую защиту, не следует откладывать это обращение в долгий ящик, поскольку на нас также эти сроки распространяются, как и на работников. Поэтому в этот, допустим, по делам об увольнении, нам в этот 30-дневный месячный срок необходимо провести проверку, собрать все необходимые документы, сделать какие-то соответствующие запросы.
Поэтому здесь необходима от граждан какая-то такая оперативность при направлении обращения в суд. А есть ли какие-то исключения, возможно, когда гражданин немного позже осознал, что ему нужно судебное разбирательство, и прошло уже более 30 дней? Да, как правило, есть такие исключения, но это все-таки исключения из правил, они не всегда есть, и лучше не откладывать обращение в органы прокуратуры, ну или, если желают, то можно также еще и в Государственную инспекцию труда обратиться. А какой срок исковой давности будет для случаев признания гражданского договора трудовым? Это вот по спору судачным, да. Здесь, поскольку эти споры, они не связаны с увольнением и не связаны с взысканием зарплаты, здесь будет срок трехмесячный с момента, когда работник узнал о нарушенном праве. А что гражданам следует учитывать в делах о восстановлении на работе в случае незаконного увольнения по инициативе работодателя? Следует учитывать, что увольнение в таком случае может быть признано законным, только если оно произведено по основаниям, которые предусмотрены статьей 81 Трудового кодекса России. То есть это связано с ликвидацией организации, сокращением штата, либо же за прогул, ну и так далее. Исходя из разъяснений постановления Пленума Верховного Суда России, при сокращении, это сокращение штата организации может быть признано законным в том случае, если гражданину предлагались все свободные вакансии у работодателя в этой местности, и увольнение может быть признано законным, если он отказался от всех предложенных ему должностей. Кроме того, работнику в этом случае при сокращении необходимо вручить под роспись извещение о предстоящем сокращении не менее чем за 2 месяца. Кроме того, следует учитывать, что есть и определенный порядок увольнения, соответствующая процедура. По общему правилу не допускается увольнение работника в период его нахождения в отпуске или в период его временной нетрудоспособности. Кроме того, необходимо учесть, что до применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения от работника должно быть истребовано объяснение, на которое ему дается не менее 2 рабочих дней. В случае, если такое объяснение не поступает, то работодатель должен составить соответствующий акт. А бывают ли случаи, когда работник обжалует увольнение, произведенное по его собственному желанию? Да, есть такие случаи. В практике Верховного суда был такой случай, Верховного суда Республики, был такой случай, когда работника восстановили в прежней должности, посчитав, что увольнение по собственному желанию оно не имело места быть, поскольку было установлено в суде, что имелся конфликт между работником и работодателем, и намерений у него увольняться по собственному желанию не было. Это было связано с его конфликтом с работодателем. Кроме того, имеются случаи, когда работник написал заявление об увольнении, но впоследствии он уже передумал увольняться. И он вправе отозвать свое заявление, поскольку трудовым законодательством предусмотрен 2-недельный срок отработки перед тем, как уволиться по собственному желанию. И в этот 2-недельный срок работник вправе в любой момент отозвать свое заявление об увольнении. Есть также судебная практика, тоже Верховного суда Республики, когда суд первой инстанции признал увольнение законным, не стал восстанавливать гражданина, указав, что на его место уже был приглашен другой работник. Но при этом по нашей инициативе прокуратуры республики было внесено представление, решение суда мы оспорили, указав на то, что это право работника, которое гарантировано ему трудовым законодательством, отозвать свое заявление в 2-недельный срок. Наше представление было удовлетворено, решение суда отменено, работник восстановлен на работе в прежней должности. А при каких обстоятельствах суд может отменить увольнение за неоднократное исполнение работником своих обязанностей? В этом случае необходимо также смотреть на процедуру увольнения. Если процедура увольнения не соблюдена, то, соответственно, увольнение может быть признано незаконным. Здесь за неоднократность неисполнения работником своих должностных обязанностей без уважительных причин также есть своя определенная процедура. Здесь нельзя в основу полагать дисциплинарные взыскания, которые уже погашены.
То есть за неоднократность исполнения можно уволить только если оно действительно неоднократно, то есть 2 или более раза совершено. При этом в основу нельзя полагать погашенные наказания. Срок погашения дисциплинарных взысканий составляет 1 год с момента, когда такое дисциплинарное взыскание было наложено. Есть также у нас практика судебная, по которой работники восстанавливаются на работе. В частности, было рассмотрено дело также Верховным судом, при котором мы установили, что на работника были наложены взыскания неоднократно. При этом эти все взыскания, они уже были погашены. Но на работника наложили новое взыскание, указав, что у тебя есть еще и старые. Но эти старые уже были погашены, поэтому в основу они лечь не могли, и неоднократности за собой они не повлекли. Есть такая судебная практика. А в каких случаях судом может быть признано незаконным увольнение за прогул? Увольнение за прогул в целом оно осуществляется по нескольким основаниям. Если работник отсутствовал в период всего рабочего дня или всей смены, если он работает посменно. Во-вторых, если он отсутствует на работе более 4 часов подряд без уважительной причины. И в случае самовольного использования дней отгула или самовольного ухода в отпуск. Есть судебная практика, которая указывает, что работодатель в каждом конкретном случае должен устанавливать уважительность причины отсутствия работника на работе. Верховным судом по инициативе прокуратуры республики было отменено решение суда. Работник был восстановлен на работе в связи с тем, что он заблаговременно известил работодателя о том, что он намеревается использовать пару дней за счет отпуска неоплачиваемого, поскольку он являлся пенсионером по старости, у него законодательством трудовым предусмотрено неоплачиваемые дни отпуска в 14 дней. И предоставление этого отпуска, оно не зависит от воли работодателя. Это такая гарантия для работающих пенсионеров. И решив воспользоваться вот этим своим правом для уважительной причины, поскольку ему необходимо было сопроводить близкого родственника за пределы республики для оказания ему медицинской помощи, он заблаговременно известил работодателя, и, не дождавшись от него ответа, ему пришлось уехать. Это все, конечно, было подтверждено справками, вызовами из лечебного учреждения, что действительно на эту дату назначены какие-то определенные процедуры. В связи с этим мы установили, что действительно есть уважительность причин, и работник был восстановлен в прежней должности. Вадим Владимирович, спасибо вам большое, что пришли, подробно ответили на все наши вопросы. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. До свидания. Ну, я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.